Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Как видите, мы находимся уже в другой локации, где у нас работает Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел доцент Северо-Восточного федерального университета, молодой человек, как мне кажется, Максим Сорочинский. Максим, приветствую. Здравствуйте, пожалуйста. Очень приятно. Семеном. Да, спасибо, что согласился принять участие в нашем проекте, тем более, что мне отправили твое досье. Я понял, что у нас получится очень интересная беседа, но до того я должен спросить, с чем ты к нам сегодня пришел? Что, собственно, Так, я будешь принес готовить? сегодня бананы, сметану, яйца, муку цельнозерновую, обычную. И в конце это должно Да, и в получиться конце должно получиться, называется это банановое печенье, но я называю это банановые оладушки. Потому что все-таки печенье это, ну, по крайней мере, у меня ассоциация что-то такое сухое, это все-таки больше похоже на оладушки. Оладушки, да? Да. Почему выбор пал на это и как долго этот блюдо готовится? Готовится примерно минут 30. А вообще, как оно получилось, как оно зародилось? Какое-то время у нас дома очень часто оставалось очень много бананов, они уже вот начинали прям подпорчиваться, черненькими становиться, ну как бы мягкие, сладкие. И я думал, что с ними можно сделать. И нашел очень классный рецепт банановых оладушек. Сын у меня прям безумно их любит, и они, получается, готовятся очень быстро, и вообще в целом получается очень вкусно. Ну, понятно. Ну, Семен, знаком с этим вообще? Ну, да, я слышал примерно об этом уже, как бы, примерно да, но представление имею. Если ты слышал, сейчас уже мы все увидим, да. Ну, Максим, да, давай начинай, и пока ты начинаешь, передача у нас все-таки 45 минут, нам нужно успевать, нам нужно еще и поговорить, нужно еще и поготовить, поэтому сразу первый вопрос, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, чьих будете и все прочее. Ну и продолжай что-то делать. Да. Начинай, точнее, что-то делать. Так. Если можно попросить Семена что-то один банан можно почистить. То есть мы берем один банан, его чистим, чем он мягче, тем лучше, и его разминаем типа вилочкой. Если переспелый, то еще круче. Да, если переспелый, это вообще круто. Ну да, он прямо очень-очень спелый. Один. Да, два. Один банан, и его вилочкой можно размять. Хорошо, вилочка. Вот. Натираем. Есть? Так. Да, я работаю в университете вот с того момента, как его окончил. Закончил аспирантуру. Там же... Сразу перебиваю. Почему выбор пал, когда ты заканчивал школу, скорее всего, на педагогику? Ну, у меня была склонность к информационным технологиям. Я посмотрел как бы те специальности, которые есть, и мне приглянулась специальность в педагогическом институте. Это педагог профессионального обучения. Это вроде бы и не школьный учитель, это педагог среднего профессионального образования, но как бы в целом специализация была такая очень широкая, хорошая, мне понравилось. И как бы я дальше и магистратуру окончил, и аспирантуру окончил, и защитил кандидатскую. Да. Помнишь наизусть название кандидатской работы? Развитие информационной компетентности студентов на основе цифровой образовательной среды вуза. Да. А теперь объясни, пожалуйста, нормальным людям, что это такое. Для меня, например. Я вообще примерно понял, пытался понять, где-то там ухватился, потому что я тоже по первому образованию физик, аспирантуру тоже заканчивал, у меня готовая диссертация была кандидатская по технической части, да, но я ее не защитил, к сожалению, в отличие от тебя. Что это такое? Ну, если простыми словами, это мы в университете используем разные виды цифровых ресурсов, то есть это и системы электронного обучения, видеолекции, и основная задача моя была это посмотреть, как вот эти все сервисы позволяют развивать цифровую компетентность студентов. То есть мы проводили эксперимент, то есть группа студентов, которая была активно вовлечена в цифровую среду, которая вообще не была вовлечена в цифровую среду, и сделали вот такое небольшое сравнение. То есть это больше практическая работа получается? Да, в любом случае кандидатская, там есть теория, где мы изучаем вот, великих людей, которые до нас работали, и практика, то, что мы делаем непосредственно руками. Так, теперь нам нужно, мы размяли банан, и сюда нужно положить сметаны, грамм 100. Тоже как бы так, наугад, да? Да, я как бы всегда ложу по наитию. на глаз, да, примерно половинку
Ну правильно, как обычно готовят все мужики. Да. Но в отличие от Семена, он, ну, в смысле, не Семен не потому, что он не мужик, а просто потому, что повара же работают строго по этому, а Да. когда готовят, ну, наверное, вот так пойдет. Потом растительное масло. Ага. Я обычно беру где-то Ложечку всё. да, 2 столовых ложечки, но мне кажется, здесь примерно столько же. Так. Так, Пойдет. потом нужно взять сахара. Сахар я всегда на глаз кладу так. Ну, послаще можно побольше. Да, можно поменьше. послаще побольше, можно чуть меньше. Можно пудру, например, использовать. Мгм. Так, и нужно отделить желток от белка. Я доверю, наверное, Семену сделать. Нам нужен будет только желток. Сметана уже больше не нужна. Да. Потому что я люблю Можно сметану. Сейчас кушать. я, уже- да, я пока покушаю, да. Итак, закончил универ, закончил, защитил. Один Да. или надо два? Один. Мгм. Всё, отлично. Вот так остается. Да, и теперь чуть-чуть перемешаем. Перемешиваем. Семен у нас немножко ушел. Вот. И дальше уже, получается, ты работаешь в университете. Да, как только я специалитет закончил, я сразу пришел работать в университет. Сначала работал, у меня должность была ведущий электроник, потом уже стал работать в лаборатории на кафедре и потом уже преподаватель. Преподаватель. Да, и параллельно учился в аспирантуре. Слушай, ну, в педагогике уже, ну, как, скажем так, почему-то так кажется, что больше не мужчины идут, а девушки, да, ну, женского пола. Как на твой взгляд? Или как? Но сейчас, мне кажется, наоборот, как бы очень много талантливых мужчин, педагогов. Ну и вообще, как бы считается, вот моя классная руководительница тоже очень часто это говорила, что педагог — это на самом деле мужская профессия. То есть, потому Соглашусь, что нужен... потому что я сам тоже педагог. Да. Я преподаю в Якутском технологическом техникуме сервисе. Мгм. Тоже от времени, так что Это провокационный был вопрос. да, Я специально его задал. мы так вдвоем тебе ответили, чтобы ты замолчал насчет этого. Да, чтобы я замолчил уже наконец и хватит это просто это давать. получается Итак, через- добавляется мука, да? Просеять будете или как? Да, теперь нам нужна мука. Я делаю 50 на 50. Ага. э, Той муки. Да, примерно грамм 100 обычной муки и примерно грамм 100 цельнозерновой. Ага, а почему это делается? Ну, вообще, как бы считается, наверное, что добавляет полезности, да, Ну, цельнозерновая. Есть такой Ну и момент. вкус становится чуть-чуть такой интереснее. Так, и обязательно нужен разрыхлитель. Ну, примерно 1 чайную ложку, но здесь тоже можно сделать это на глаз. На глаз. Да, и обязательно, чтобы тесто было такое воздушное. Делаем это Через вот это, да? да, А, через специальное устройство есть. просеиватель. Да, можно его сюда засыпать. И вот так, да? Да, и потихоньку Так, давайте перемешиваем. вот это все уберем, чтобы нам камера не мешала. Процесс, скажем так, немножко показывать. Я пока прогрею, да? Да, пока можно прогреть сковороду. Мы будем жарить на сухой сковороде без масла. А почему выбрал ты сам педагогику? Родители педагоги или что-то повлияло? Или нравилось? Ну, вообще у меня как бы в педагогическом брат учился, мой старший брат. Ну, у него была там немного другая специальность. То есть раньше педагогический институт, он был, по-моему, инженерно-педагогический назывался. Ну, то есть он там учился, то есть как бы некоторых преподавателей я тоже знал. И, как бы, если честно, мне понравился коллектив преподавателей, которые, ну, на сайте можно было посмотреть, кто у нас будет какие дисциплины вести. И вообще в целом та специальность, которую мы получили, то есть мы не просто педагоги, но и можем работать там в том числе в сфере IT-технологий. Вот это меня как бы зацепило. Ну и как бы, как говорится, в ногу со временем. Сейчас же это, Да. ну, скажем так, веление времени, ну даже если не назвать модной темой, да? Да, ну как бы, хотя в мое время модной темой были экономисты и юристы, но Да, тем да. не менее. В наши тоже, да, все Да. время. Я почему-то пошел на физики, вот. А какой ты был студент? Способный? Ой, я как? был студент прям отличник-отличник. А. Ну, как бы вообще всегда
Ну, Я, и я, в жизни, я, да. да, стараюсь этого придерживаться. Ага. Ну, все доводить до конца, все должно быть правильно, по полочкам. Это если уж прям совсем не успеваю, то как бы делаю так, как получается. Мгм. Но вообще стараюсь придерживаться вот Таких вот так, определенных да. этих правил, да? Ну, то есть технологические циклы у тебя выстроены не слабо, скажем так. Да. Потому что, ну, все надо же успевать, все вовремя делать, все лабораторки сдавать и все прочее, да. Хорошо, я задал вопрос, это почему? Потому что каков нынешний студент? Ну, как преподаватель, что ты можешь сказать? Нынешний- Отличается от того Нынешний поколения? студент, да, отличается. Ага. Еще очень, например, отличаются студенты разных факультетов. То есть, я тоже веду не только занятия в педагогическом институте, и в других подразделениях. То есть каждый год, каждый курс студенты совершенно разные. Я не скажу, что прям есть какие-то бездарные студенты, нет, такого нет. Ага. Не, ну а зачем-то же люди пришли туда? Да, просто каждому нужен как бы свой подход. Кто-то что-то лучше понимает, кто-то что-то хуже. И вот нужно обязательно объяснять каждому, вот находить подход каждому. Так, у нас тесто, в принципе, уже готово. Так, и нам нужна еще мука на доску, чтобы оно не Так. прилипало. Какую? Вот это, вот это? Да, можно вот это несколько раз осталось. Если что, будем использовать ту. Так, и из вот этого теста мы формируем 2 колбаски и будем их нарезать. Угу. Так, убираем. Мы вот так распределяем. Да, можно еще этой муки чуть Добавить, да? добавить. А то да. не хватило. Ну да. Это уже для того, чтобы... Ну, Да, чтобы оно к доске не прилипало. все понятно. А как думаешь, что прежде всего важно нашему, подрастающему поколению, нашим вот нынешним студентам? Какими ты их видишь? Так, я доверю это Семену. Так, нужно делать 2 колбаски. Сказал хитрый Максим. Так, какой вопрос был? Да, что важнее нынешнему студенту? На что они ориентируются? Ну, вот приходит вчерашний школьник. Да, вот если раньше, например, для меня было важно, там, куда мы поступаем, имеется в виду, на какую программу, там, кем мы будем, то сейчас некоторым очень важно вообще, в каких условиях они учатся. Там есть ли тоже культурный центр, какие есть кружки, факультеты, то есть что помимо учебы, чем помимо учебы они могут делать. То есть сейчас в том числе Что на это проявлять обращают. себя еще. Да, может быть, там какие-то там кружки, очень много КВН, творческих спорт, людей да, приходят, наверняка. да. Те, кто занимается спортом, поэтому вот такое комплексное развитие сейчас для студента очень важно. Вот не просто мы пришли там на какую-то специальность, учимся, И в конце получить да, диплом. и в конце диплом Корочку. получаем. Как бы вот все больше и больше становится студентов вот именно осознанных, которые стараются раскрыть полностью себя, раскрыть Потенциал, полностью. да. А вдруг, свою да, личность. да, потому что, да. Ну, как говорится, одно дело корочку получить, да. Вот мой сын, скажем так, не беда, третий курсник, вот говорит, да, мне кажется, уже корочка не нужна, я уже работаю, и говорит, я уже все, что нужно от учебы своей получил. Мы своей супругой его вроде как бы отговариваем, говорю, да как, год остался, давай, доучись и прочее. Говорит, да говорит, я уже работаю, мне все уже, как бы я уже чуть ли не все знаю. Бывают ли такие случаи? И, как говорится, это частный случай, может быть, да? Нет, такие случаи, да, тоже бывают, как бы поступает, например, учатся какое-то время, потом понимает, что, например, не мое, там, какая-то специальность. Нет, а он-то понимает, что это его, но он говорит, уже не нужно. Как бы сам диплом не нужен. Да. Такое тоже бывает, но вот это очень хорошо, как бы я сам ощутил вот это, когда защищал кандидатскую, когда вот готовил кандидатскую, потому что говорят, если вот ты хочешь все бросить, это значит, что ты идешь на верном пути. Да, и надо от обратного отсчета. Да, и надо как бы вот этот шаг просто пережить, перешагнуть его, и как бы тогда кандидатская, завершаешь кандидатскую и получаешь диплом кандидата наук. Мне кажется, это тоже такой случай. То есть, когда вот ничего не охота, когда уже думаешь, что все нужно бросать, вот нужно просто дотерпеть, пережить вот этот шаг, сделать, да, вперед, и потом... Когда цель достигнута, оглянуться и сказать, да, я красавчик. Да, Так, да. Да. Да, у нас получились 2 Или их колбаски. потолще надо? Да, можно чуть-чуть потолще сделать. И потом
мы их нарежем и уже приступим к жарке. А, они такие, вот мини такие печеньки получаются. Да, Ну, они типа, потом, типа такие, да? да, они потом чуть-чуть побольше станут, воздух начнет выходить. А, тем более разрыхлители и все прочее, они Да. расширятся, да? Да. Воздушненькие получатся. Да, поэтому я их печеньем не называю, потому что печенье такое сухое, Ага. а это все-таки больше воздушное. Больше оладий, да? Ага. Ясно. Как хорошо смотреть, как другие Да, работают. да, да, да. Как в России у нас обычно бывает. Один работает, двое смотрят. Вот так, да? Да. Так, один готов. Ну и пока Семен делает, мы можем, конечно, А стоять, потом мы смотреть. что дальше делаем? Потом можно нарезать их. Ага. Да, сразу объясни, пожалуйста, Максим, насколько Ну, резать там, и все как прочее. получится, примерно там по 1,5-2 сантиметра. Как бы я тоже на глаз это делаю. Это вот, Да, примерно так. вот так, да? Да. Потом? И потом из них небольшие лепешечки можно сделать. Ну, прям чуть-чуть приплюснуть. Мгм. Круглые оладушки. Можно Да. разные формы. Да, можно вообще разные Да, формы мне сделать. кажется, так, лишь приготовился. Максим, я знаю, что ты в этом году, чуть, по-моему, в мае, да, стал победителем Лиги лекторов Всероссийского общества знания. Причем участвовал в этом уже не первый год. С этим я тебя поздравляю, потому Спасибо. что это просто... Я когда прочитал, я подумал, что это просто крутое достижение. Это в России, российское. Да, Да. это всероссийский Расскажи, конкурс. пожалуйста, что это за конкурс, во-первых, да? Ну и как ты к этому пришел, и как пришел к победе? Да, ну вообще, как бы, когда я участвую в конкурсах, вообще любой конкурс это такой небольшой вызов для меня. То есть, во-первых, попробовать то, чего ты стоишь, ну и во-вторых, как бы посмотреть все-таки, ну, на каком месте ты находишься среди других людей, потому что, ну, в любом случае, Ну да, потому все что познается все в сравнении. Все познается в сравнении. Да, вот Лига лекторов, это был примерно такой же вызов. Первый раз я участвовал, когда вот у нас был дистант, была пандемия, то есть все было дистанционно. Там было несколько этапов. Первая небольшая видеовизитка, где нужно было представить себя. Затем записать небольшую видеолекцию, отправить. Это я тоже хорошо прошел. Потом был онлайн-этап. И вот на онлайн-этапе как бы первый год я не прошел. Потом решил поучаствовать второй раз. Второй раз онлайн-этап прошел, но какой-то следующий не прошел. И все-таки решил, как я уже говорил, вот если видишь, что как бы тебе это не нравится, то нужно вот сделать еще один шаг. И вот сделал еще один шаг в третий раз. Ну, то есть прошел ты себе все сказал, этапы. стиснул зубы, сказал, да я все равно это сделаю. Да, потому что как бы дело еще было в том, что ладно бы, если бы я понимал, что я не могу. Но я понимал, посмотрел как бы других ребят, посмотрел там оценки, и там буквально там несколько баллов мне не хватило. Да чем я хуже? Да, чем Вот я это. хуже, Ну. вот именно. Ага. И поэтому вот дальше продолжил, полетел во Владивосток, там был региональный этап, там прошел, потом после этого меня пригласили в финал в Москву, и там среди 100 человек, финалистов, выбрали уже 50 людей, которые стали победителями. Да, блин, и ну лучшими вообще жесткий лекторами. такой отбор, да? Отсев идет, Да, то есть А изначально, сколько было изначально, по-моему, около 9 тысяч человек было. Очуметь. Да. Ну то есть это все практикующие преподаватели. Нет, это бизнес-тренеры, сертифицированные да, в том да, да, числе, да, да. там люди Не, совершенно ну с разных. те, которые в полях уже Да, реально те, работают. которые работают и как бы не первый год, 10 Да, лет, да, 20 да, лет. да, я про это и говорю. Ну то есть я, допустим, туда не могу попасть. Ну, туда любой желающий может попасть. теоретически. Да, вот А. уже 4-й сезон, по-моему, вот буквально со следующего месяца. То есть должен начаться. тема не важна, не важно направление, самое главное, да, самая как подать главная материал. идея, да. Да, подать Вот материал. можно, например, рассказать лекцию там про кулинарию. Семен. Да. Да, так. Ага. А так, в основном там Можно очень- рассказать про бизнес в Да. моем случае. Про бизнес очень много было, про Но. психологию, вот по дисциплинам, там история, педагогика тоже очень много людей было. Были сугубо такие творческие, там, например, про вот мне Как очень научить играть на запомнилось- гитаре? Да, Ну, типа условно. такого, да, про сновидение, например, была Ага. очень интересная лекция, про историю древних, не древних, а вообще царских российских игрушек. То есть очень разные направления, разные Вообще, лекции. да. вообще вот так, да? Так, и какие критерии самые главные? Критерии, там умение преподносить
информацию аудитории. Ну, один из выбранную критериев тему, был. да, полностью Да, потом раскрыть, да. актуальность, вообще знание, владение своей темой и там умение правильно говорить, общаться, там общая грамотность. То есть в основном вот такие критерии. И очень то, что мне понравилось, оценивают не только какой-то экспертный совет эксперты, но могут проголосовать и обычные люди. То есть там публичное голосование и вот в финале в том числе. Приз зрительских симпатий, типа, да? Да, Ну, типа но такого. там как бы 50 на 50, насколько я понимаю. Половина балла идет за зрителями, половина за... Ну, потому что часто людьми. же бывает, говорят, вот, моя дочка участвует в каком-то конкурсе, проголосуйте, пожалуйста. Ну, типа этого. Да. Ну, то есть в наше время интерактива, ну, как бы немаловажно это, да. А скажи, что помогло тебе все-таки выиграть? Какие были твои конкурентные преимущества, я бы сказал? Мне, на мой взгляд, помогло выиграть, ну, во-первых, упорство. Ага. Во-вторых, Тем более, который год, да, уже? Да, во-вторых, как бы выбор темы, потому что я выступал в начале, рассказывал про вообще историю цифровизации образования, затем рассказывал про нейротехнологии, то, чем я сейчас занимаюсь. И вот моя финальная тема это была про искусственный интеллект и образование, потому что то, что сейчас на слуху, прям актуально. Вообще. Да, и поэтому вот, мне кажется, тема тоже очень важна, зацепила, и благодаря этому вот. А давай я так выиграл. сделаем. До конца передачи осталось совсем немного, а ладушки наши уже практически готовятся, помощью Семена, да? Расскажи, пожалуйста, вкратце, ну вот, про мозг ты сказал, про IT, про искусственный интеллект. Что вообще? Да, ну вот как бы вообще изначально я начал заниматься всем, что связано с электронным обучением. То есть это как бы вот такое мое базовое направление. Но потом как-то мы подумали, хорошо бы, потому что в образовании есть такая очень большая проблема, как вообще оценить. Вот студент, например, понял, либо не понял какую-то Ну, тему. как оценку ставить? Да, то есть тест можно написать, можно спросить. Мы пошли чуть-чуть дальше и решили спросить не напрямую студента, а посмотреть, что думает его мозг. И для этого есть две очень интересные технологии. Две такие, которые в Да, мозг. можно вот, вскрыть, да, конечно. вскрыть мозг, и две такие. блин. Да, отлично. Вот так должно быть? Да. Мгм. И давайте тогда уже их перекладывать. Ставим, давайте сюда поставим. Так, мы решили зайти немного вот в сторону когнитивных наук медицины. Есть электроэнцефалограмма, то есть мы одеваем или шапочку, либо повязку с электродами и Да считываем ладно. активность Как в матрице мозга. такой. Да, ну там как бы инвазивно, а это без никакого вреда. Так. И потом там по специальным алгоритмам можем определить, например, уровень концентрации человека, уровень медитации, ну и другие параметры. Конечно, они такие условные, но тем не менее вот мы пытаемся что-нибудь интересное с ними сделать. И вторая технология — это eye-tracking, то есть это вот наши глаза. То есть наши глаза, почему говорят, никогда не врут, потому что они совершают очень много движений и акцентируют внимание. И 90% информации, между прочим, Да, получают. и информацию получаем с помощью них. И мы, например, показываем студентам видеолекцию и смотрим с помощью специального устройства iTracker, куда больше фиксирует взгляд студент. Вот так Например, на лектора, на презентацию. Мы проводили эксперимент, Или например, вообще с сидит, как логотипом. эти нулики играет сам по себе. Да, или вообще А, никуда да, так и не бывает, это реагирует. нормально. Да. Ну. И вот мы стараемся сейчас вот эту тему продвигать. Я выиграл 2 года назад грант президента Российской Федерации. Да, еще и с этим я поздравляю, да. Как раз на изучение вот, нейротехнологий в образовании. И вот сейчас развиваю эту тему. Ну и, возможно, ну я, конечно, пока не загадываю, но это выльется в докторскую. Ну, то есть это то, над чем ты работаешь сейчас. Да, это получается. то, вот, над чем я сейчас работаю, чем сейчас занимаюсь. Ну, прямо, скажем, крутотишная. Спасибо. Да, ага. Слушай, возвращаясь назад, я знаю, точнее мне рассказали, что ты участвовал еще и, будучи студентом, в всевозможных конкурсах. Да. Да, расскажи про это, как ты к этому пришел? Что это было вообще? Это была такая очень интересная авантюра, назовем это так. Ну. Вообще, я, по-моему, где-то на втором курсе, участвовал в «Мистер СФУ», там занял какие-то номинации, и после этого проводился республиканский конкурс «Мистер Якутия». И меня так друзья,
просто записали туда, как бы отправили заявку. Я даже про это ничего не знал. Очуметь. Да, потом мне... Это был прикол или... Да, это был, видимо, прикол. Потом Но. со мной организаторы связались, говорят, вот так и так. Ну, думаю, ну раз записали, что нужно идти. И Очуметь. стал одним из победителей конкурса, потом Мгм. поехал на Россию. Там мне дали путевку на международный конкурс представлять Россию. Так. Полетел в Индонезию, там как бы все представил, но места никакого не занял, но были там предложения и о работе, но... Моделью. Да. В Ну, Нью-Йорк. учитывая... Да, в одно да, нью-йоркское да. агентство меня Ну, приглашали. рост, ну, почему бы и нет, да? Но, как бы, не знаю, почему-то не стал ехать. Потому что Второй Маркус Шонкенберг, да? Да, ну просто был еще молодой, Ага. мне кажется, ну и хотелось доучиться. Ну. Вот, доучился, потом уже занялся наукой, ну уже как-то стало не до этого. Да, нет, ну действительно, ну как бы ученый, мистер Россия или там мистер что-то, ну как-то так немножко не вяжется, да? Да. Потому что все-таки другое. Но с другой стороны, учитывая то, что ты довольно-таки авантюрист, скорее всего, и эксперименты ставишь. Да, Где-то я, там я люблю как бы вот поэтому- корреляции свои находят, да? Да, в участвовать в научной каких-то работе. новых проектах, Ага. в новых конкурсах, какие-то новые места в том числе для себя открывать. Вот буквально недавно прилетел из Киргизии, где вот тоже по нейротехнологиям участвовал в международной исследовательской школе, рассказывал детям про то вообще, что такое нейротехнологии, что с помощью них можно делать. А что такое нейротехнологии? Нейротехнологии — это Семен, ты знаешь, что такое нейротехнология? Нет. Нет, нет. это технологии, с помощью которых можно изучать наш мозг. То Мгм. есть в медицине очень активно этим занимается, но в других науках это вот только начинается, в том числе в педагогике, в психологии, там в юриспруденции сейчас очень активно внедряются нейротехнологии. Вот как раз знания о нашем мозге, то есть пытаются все-таки извлечь информацию напрямую из мозга, Да, они вот который, как говорится, субъективно. ни разу не изучен до Да, конца. да, он Ну, до то есть нет конца же до таких, сих пор не что изучен. если вот так, значит вот так, этого нет. Ну, то Да, есть поэтому это не точная все наука. как бы попытка, да, попытка. Ну, также как бы любые социальные науки, они тоже, гуманитарные науки, Ну, они да, да, тоже да, не да. очень точные. Ну да. Да. Та же психология. Вроде Да. как она есть специально обученные психологи, но гарантировать, что если вот эту практику, если вот эти методологии какой-то использовать, будет такой результат, гарантировать невозможно. Да, даже мы можем вот какие-то данные из мозга получить, но то, как мы их интерпретируем, мы как бы их по-разному можем Мгм. представить. Вот, например, человек смотрит в одну точку, это значит, ему интересно, либо ему не интересно. Но Здесь тоже очень о разные чем он моменты. думает, да, в это Да. время? Ну. И мозг как себя ведет. Да, ну, действительно очень интересно, но, скажем так, имеет двоякое, а может Да. и троякое истолкование. Максим, так, наши оладушки уже практически дожариваются. Да. Блюдо у нас готово. Семен убежал какой-то соус, может быть, чаек с морсиком, да, подготовить. А до этого вопрос. Расскажи, пожалуйста, про семью свою. У меня очень замечательная семья. Ну, вообще, как бы семья есть в таком в широком понимании, есть в узком. То есть сейчас для меня семья — это прежде всего мой сын, моя жена. Но если вот брать в широком понимании, то у меня есть два брата. Они сейчас, один живет в Краснодаре, другой живет в Сочи. Переехали. Мои родители переехали сюда, насколько я помню, где-то в 1984 году. Я родился здесь, в Якутске. И папа у меня обычный водитель. Мама проработала, она вообще по образованию технолог. То есть работала, по-моему, на хлебзаводе. Ну и у нее тоже очень интересные рецепты. Я всегда, когда к ней приезжаю, у нее есть такая книжечка своих рецептов. Ну и что-нибудь новенькое там или какие-то обычные рецепты. Вот в ее интерпретации смотрю, читаю и как бы тоже пытаюсь повторить. Как познакомились с супругой? С супругой, как ни странно, мы познакомились в Испании. Ух ты! Да, хотя она как бы училась вот через дорогу от меня в финансово-экономическом институте. Мы вдвоем ездили на конференцию, ну, там не двое нас было, делегация с университета.
И в Барселоне мы познакомились, подружились. После этого... Романтик. Да, романтика. Ну, после да. этого начали встречаться. И потом... Скоро поженились. Да, поженились. И сын родился. Да, вот уже сыну 1 июня 2 года исполнилось. Круто. Слушай, как ты упомянул, ты говоришь, любит сын и все прочее. Наверняка это готовит больше супруга. Да, как? готовит больше супруга. У меня бывают такие импульсивные готовки, скажем так, когда вот прям хочется приготовить. Что-нибудь вкусное, да, да? что-нибудь. Ну, обычно это Удивить, бывают может быть, завтраки, ужины. Да, потому что обед не всегда получается приезжать домой, особенно зимой. Так, мы же снимаем? А тем временем Семен нам Да. соусы принес. Давайте вот мы разложим их по тарелкам. Да. У нас 3 тарелки. Так. Так, это брусника, да? Не, это у нас черная смородина. Максим оладушки дожарил. Так, оладушки у нас готовы. Можно подавать с любыми соусами. Там. Ага. Мы обычно макать, с да? медом, со сметаной, да, макать и кушать. Так, сложим. Да, Давай. выложим на тарелочку. Посчитать точное количество и по-братски поделить на 3. Вот сюда давайте. А нет, вот Семен себе принес. Да, вот так красиво выложить. Ну, мне кажется, хватит. А какое любимое блюдо? Да. Ой, у меня все блюда любимые, прям такого А может, или какая-то любимого кухня нет. именно? Ну вот я очень люблю рыбу. Я тоже вот как бы рыбу, мясо стараюсь сам готовить, но жена тоже иногда помогает. Вот борщ очень сильно Иногда люблю. помогает. Да. Да что он врет, так Постоянно делает. Постоянно делает. Опять он бантуется. Да, А супруга чем конечно. занимается? Супруга, она экономист, но сейчас в декрете. А, ну да, маленький Да, ребенок, конечно. маленький ребенок, ну вот вообще Можно она по поле чудес специальности экономист. супруге привет передать. Да, хочу передать привет, люблю, целую, жене, сыну. Так, ну что ж, давайте пробовать. Да, Пришло давай. время пробовать. Да, пришло время пробовать. Давайте пробуем. Ну и продолжаем нашу беседу, потому что у нас еще немножко времени осталось до конца нашей передачи. Наверняка много работаешь. А как отдыхаете? Ну, вообще, Чуть было не сказал от семьи. да, иногда бывает и такое, вот особенно Конечно, послед- иногда одному нужно Да, побывать. последний год как бы очень такой насыщенный был на поездки. Ну, конечно, не назовешь это отдыхом, потому что все равно работаешь, но тем не менее как-то чуть-чуть морально можно взбодриться, как бы смена обстановки и так далее. А так вообще мы очень любим выезжать куда-то на природу. Ну, вот летом это обычно дача, либо какой-то такой более спокойный отдых на речку. Зимой это обычно сноуборд. Да, я уже, по-моему, лет 10 катаюсь на сноуборде. Вообще То есть безумно то есть люблю. уже не падаешь? Да, нет, не падаю. Хорошо на доске стою. Ну и какие-нибудь вот такие а-ля экстремальные виды спорта. Вот люблю летом тоже на речке на доске кататься. На лыжи вставать, да? Да, на лыжи водные вставать. То есть вот такой отдых. Ну, иногда выезжаю там с друзьями пострелять, но это на стрельбище. Да ладно. Да. Ну, что спортинг. Спортинг? По тарелочкам, да. Ух ты, надо же. Ну вот наш какой-то Берген, да, наверняка? Да. А охотишься? Ну, ни разу не пробовал, но как бы на рыбалку рыбачил. Рыбалку. Да. Какой самый большой трофей? Самый большой, ну, где-то вот такую щуку поймал. Ну только все впереди. Да, потому всё что, пока впереди. ты вот рассказываешь, да, оказывается, у нас тоже такие свои параллели есть. Я тоже вроде как бы ученый. Я тоже в спортинг стреляю. Я тоже стал на лыжи недавно. В этом году впервые на Эльбрус ездил.
специально для того, чтобы кататься. Так что, как говорится, Отлично. многие интересы, скажем так. Больше всего мне рыбалка на Мальдивах понравилась. Мы когда Мгм. вот в свадебное путешествие поехали, и там была рыбалка. Мгм. Ну, как бы в моем понимании рыбалка это вот приезжаешь на лодке, там, да, закидываешь, Мгм. там, может не быть вообще рыба, ну, там, несколько штук поймал, Да. как бы, и доволен. Это первый раз было, когда Там вот, троллинг, наверное. да, там просто кусочек тунца на крючок, и на дно падает, и вытаскиваешь. Вот Вот это мы да. наловили, там, по-моему, нас человек 10 было, 5 ящиков рыбы. Очуметь. Да, Да. и там как бы, ну, я не знаю, как называется, и желтая рыба, и золотистая, то есть всякие вообще разные виды. Это прям вот но кидаешь. если донная, то, скорее всего, там выбор очень Да, большой. выбор очень большой был. Индийский Это вот океан, прям самая классная рыбалка, наверное, была. Да? А Ага. трофеев не было, ну, то есть небольшие, да? Да, небольшие, там еще была рыбалка на марлинов, но это уже там, Да, да. чуть Big дальше. Game надо Fishing, было. да, там чуть дальше надо ходить, потому что Мальдивы это, ну, чуть ли не родина, Да. да, голубого марлина. Ну да. Ну да, круто, круто. Какие хобби? Чем увлекаешься? Хобби, ну, помимо того, что я уже сказал, там, спорта, сноубординга, в последнее время стараюсь много читать литературу, вот, особенно по нейротехнологиям. Ну, и вообще, Ну, это уже больше все равно по работе. да, ну, и по работе, и для души тоже, потому что там разные книжки по тому, например, как нас обманывают, к примеру, обманывают наш мозг. Мгм. Тоже очень интересно. Ну, это больше психология, потому что я был на очень интересной лекции в Высшей школе экономики. Нет, это было в 2017 году на Всемирном фестивале молодежи. Я туда ездил. И вот там как раз, наверное, почему я занялся нейротехнологиями, вот услышал лекцию там про маршмеллоу тест, это зефирный тест для детей, про другие психологические штучки. И вот у меня где-то в голове это осталось, и вот потом уже через пару лет это начал воспроизводить, и вот вылилось в грант, вылилось вот в направление в изучение нейротехнологий. То есть это то, чем ты именно сейчас занимаешься, да? Да. А есть в твоем, ну, ученые все равно же, да, берут какие-то ориентиры, какие-то есть люди, ну вот, скажем так, учитель, наставник, либо тот, ну вот, человек, ученый, на которого ты хотел бы равняться. Чьи труды, например? Ну, прям тебя такого послушать? человека нет. Вот есть как бы такие научные группы очень большие, например, по нейротехнологиям. Это в МГУ есть Александр Яковлевич Каплан, это биофак, по-моему, МГУ. Тоже очень интересный человек. Он, по-моему, одним из первых в России вообще вот эту тему нейротехнологий поднял. И он занимается именно вопросами, которые связаны управление мозгом. То есть с помощью вот ЭЭГ можно там управлять объектами небольшими, можно там печатать текст, ну, например, для людей с ОВЗ это использовать. Он вот больше вот этими направлениями занимается и очень такой большой, солидный ученый. Слушай, ну, упомянули все равно искусственный интеллект, который, ну, сейчас просто везде, скажем так, да? Да. Прогнозируя, как ученый, что ты можешь сказать? Победит нас искусственный интеллект или нет? Ну, насчет того, победит или не победит, не знаю, но в любом случае нам придется с этим жить. То есть, Ну да, это уже нет. да, это уже не Как обсуждается. соцсети, как телефоны, Да, как смартфоны. как это уже интернет. всё. Как Здесь- интернет, да. Здесь вопрос, вот я тоже пару лекций читал на эту тему. Здесь вопрос всегда в том, как именно мы его будем использовать. То есть, ну, в любом случае можно всегда использовать все во благо и во зло. И вот здесь нужно подумать, вот какие-то такие ограничители, вот, за которые как бы выходить не стоит. А так, мне кажется, очень хорошая технология, то есть очень много можно с помощью него сделать. Там, вот, например, Уже многое делается. для журналистов можно спокойно Да там, вообще уже отредактировать скрипты, текст. готовые скрипты. Там, Да. фильмы уже готовые делают там, без участия людей. Картины пишут. Да, я находил сервис, с помощью которого можно онлайн-лекции, например, для преподавателей делать. Очуметь. Да, шаблонные, Да, скажем как так. бы шаблонные. Ага. Но в любом случае роль человека все равно остается, потому что искусственный интеллект может там репродуцировать, копировать какие-то вещи, но вот создавать что-то новое пока что он не может.
Нет, может. Ну, имеется в виду вот какую-то вот... Скажем, по заданным темам, Да, что-то по заданным алгоритмам, да. шаблонам он может что-нибудь сделать, да. Да. Ну а так, чтобы он именно что-то придумать, вторую войну мир он, скорее всего, не напишет. Да, это Да. точно. Это точно, да. Но, тем не менее, хорошо. Тогда второй вопрос, который меня тоже волнует. Я не знаю, у меня бывают свои кошмары. Случится ли апокалипсис, что машины победят? Ну, мне кажется, нет. Хотя я приводил... Кажется, ключевое слово. да. Ну как, Терминатор 2. Да, хотя я приводил, вот когда в Лиге лекторов выступал, вот моим последним слайдом был кадр из мультика «Валли». Это там, где такие толстые люди и как бы сидят, и за них все делают роботы. Да. То есть, может быть, как бы мы к этому придем, но это тоже не точно. То есть я говорю, здесь все-таки все зависит от самих людей, как бы как мы хотим дальше развиваться, От человечества. да, какие функции хотим переложить, например, на искусственный интеллект. Здесь, мне кажется, все зависит от этого. Ну да, и будем ли мы, как человечество, солидарны в том, что мы хотим вообще? Да. Потому что одни говорят одно, другие говорят другое, третьи говорят третье. Как говорится, 3 человека, 3 разных мнения. Да. Ну, то есть как мы будем использовать, черт его знает. Потому что сейчас искусственный интеллект, например, уже начинает вытеснять некоторые профессии. Это же так? Да, это Да. так. И, Это например, давно, пандемия как бы показала, давно тоже что, началось. оказывается, многие профессии-то и не нужны. Ну, то есть куча народа осталась без работы, и уже пришлось им либо переквалифицироваться, либо чуть ли не за чертой бедности. Это же так. Да, Да. это действительно так. Ну и вот искусственный интеллект, то есть, соответственно, использовать во благо. С другой стороны, если мы как человечество скажем так, ну-ка, искусственный интеллект, поработай за нас, а будем сидеть и как в фильме, как в мультике Валли, вот все такие толстые, Да. будем сидеть и кушать, и будем потихоньку деградировать. Да, ну мозг, кстати, да, если мы не выполняем вот какие-то функции, мозг начинает деградировать. Очень интересный эксперимент проводили в Англии. Там есть водители такси вот этого знаменитого. И чтобы стать водителем, там они учатся на протяжении, по-моему, 3 или 5 лет. То есть вот все улицы должны наизусть знать. Все бары. Да, все Все бары, все переулки. переулки. Да, конечно. да. И после того, как они выходят на пенсию, проводили там через определенное время тестирования. И показалось, что через лет 15, когда они уже вышли на пенсию, они примерно 30-40% только могут воспроизвести. Ну, потому что эта информация уже не Забывается, пользуется да. давно. Но это отличная способность мозга, с одной стороны, способность забывать. Это же так? Да, потому что высвобождается как бы ресурсы для запоминания. Ну, я 25 лет назад закончил университет, я не помню, что такое интегралы. Да, Это нормально. Да, но как бы здесь еще есть такой очень интересный момент, что на самом деле мы можем как бы это вспомнить. Да. Да, если очень хорошо прям Производные, может быть, покопаться. вспомню. Да. Интегралы маловероятно. Хотя, если его очень сильно захотеть... Да, или если начать где-то Да. применять это, Да. да, конечно, можно вспомнить. Ну, уравнение Шрёдингера уже, скорее всего, вряд ли. Хотя я его сдавал, квантовую механику и все прочее. А сейчас, ну, как говорится, да, способности мозга, они безграничны, но, с другой стороны, они и ограничены. Да, Все относительно, как говорил Эйнштейн. Эйнштейн, да, который для меня, ну, как человек, как ученый, как ученый, который внес огромную лепту вообще в ученый свет, ну, вообще это для меня это круто. Так, мы потихоньку заканчиваем нашу передачу. Максим, спасибо, что ты был гостем нашей передачи. Да, спасибо Да, большое, на что этой пригласили. оптимистичной ноте. И у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру. Да, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Я хочу пожелать вам питаться хорошо, питаться вкусно и питаться полезно. Потому что сейчас, когда мы все очень заняты, времени вечно не хватает, кто-то пренебрегает едой, кто-то там не успевает хорошо покушать. Поэтому вообще еда, спорт — это вот, наверное, 2 таких очень важные вещи, которых нужно обязательно придерживаться. Хорошо, вкусно, полезно питаться и заниматься спортом. Ну, под спортом я понимаю не только там профессиональный спорт, но элементарно дойти там пешком до работы, прийти обратно, немного побегать. То есть любая физическая нагрузка, она на самом деле очень полезна. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях победитель Лиги лекторов Всероссийского общества знания, доцент Северо-Восточного федерального университета, да что с моим языком,
Максим Сорочинский. Максим, еще раз Спасибо. спасибо большое. Максим, за хорошую Спасибо. Семен Тарбахов, беседу. я Петр Большое Цепандин. спасибо. Да, на этом мы нашу передачу заканчиваем. Передача просто вкусно. Как говорится, будьте здоровы, друзья, и кушайте всегда просто вкусно.